Привет, меня зовут Кундуз Таштанова, я наставник наставников и продюсеров. Я сегодня хочу рассказать именно 10 шагов, как преодолевать страхи, потому что страх именно самый большой показатель, почему люди не делают результаты и почему люди не продают. Страх облажаться, страх, что никто не купит, страх, что ты недостаточно эксперт. Очень много этих факторов. По сути, страх — это просто мысли в нашей голове. И я сейчас расскажу про 10 шагов, как победить, как избавиться от этих страхов. Страхи — это, по сути, наша защитная функция. Это функция организма, которая реагирует, чтобы защитить тебя. По сути, это нормально. Страхи, они будут всегда с нами. Каждый раз, когда я делала запуск на наставничестве, я думала, что у меня никто не купит. Но я шла в эти страхи. Когда я покупала наставничество, я покупала тоже, у меня были страхи. После наставничества я осталась одна, и мне было страшно запускаться. Но я это делала тупо, я победила этот страх. И даже сейчас у меня есть страх постоянно, когда я беру проекты. И это нормально. Страх, он будет рядом, и это нормально, нам нужно принять и просто идти в него, потому что там, где ваши страхи, там ваш рост, там выход из вашего зоны комфорта. Очень важный момент. Как победить страхи? Самое первое — это признание. Да, я боюсь, мне страшно. И что? И что, если я сделаю запуск, и у меня ничего не купят? И что тут такого? Кто-то умрет, кто-то мне голову срежет. Нет, ничего не случится. А что тут страшного? О чем мне бояться? Я выйду в сторис и буду говорить. Скажу: всем привет! Кутмантан барыңыздарга. Всем доброе утро, дорогие мои. Как у вас дела? И что тут такого? Посмеются кто-то посмеется, кто-то там скажет, что с тобой и что. Я очень знаю много людей, которые мечтают выходить в блог, но им страшно говорить, им страшно петь, потому что они считают себя недостаточно профессионалами, недостаточно достойными себя, да? Не нужно так делать. Признайтесь, что вам страшно. Скажите: окей, хорошо, мне страшно. Либо же это женщина, которая давно сидит в декрете, говорю: вы в депрессии. И человек не признает, говорит: нет, со мной все хорошо. Когда она говорит: да, я в депрессии, и соглашается с этим, она уже на полпути к исцелению, она уже полпути, она уже решается, она говорит: да, признаю, точно, со мной что-то не так, я точно в депрессии. Это уже путь к успеху, понимаете? Когда вы говорите: да, мне страшно, я боюсь, что у меня не купят, я боюсь, что я сделаю провальный запуск. У меня всегда был такой страх, девочки, я говорила: я боюсь провального запуска. Задайтесь вопросом, почему богатые, успешные всегда идут в страхе, почему они рискуют, почему они берут в аренду здание, помещение, делают бизнес, рискуют, да? Они потому что идут в страхе. Я знаю таких девочек, у меня были наставляемые, которые арендовали здание, площадь на 100 тысяч сом, месяц аренда. И понимаете, насколько это прям вау, да? Я говорю: поделись секретом, как тебе не страшно брать аренду на 100 тысяч? Она говорит: да я же зарабатываю 2х, 3х. Почему бы нет? Понимаете, девочки, это очень такой фактор, когда вы в первую очередь признаете себе и говорите: да, мне страшно. Второе — это внутренняя поддержка. Даже если кураторы, наставляемые вас будут поддерживать постоянно, да, если у вас внутри нет вашей внутренней опоры, когда вы сами о себе не заботитесь и вы сами себя подавляете, то это плохо, да? Поэтому важно себя внутренне поддерживать, твоя внутренняя поддержка, не нужно надеяться на мужа, да? Постоянно заботьтесь о себе, да? Постоянно поднимайте свою самооценку, делайте уход, масочки какие-то, любите себя, да? Говорите: у тебя все получится, ты не хуже всех, у всех получается, а почему нет? Ставьте себе цели, да, и так далее. Внутренняя поддержка, внутренняя опора. Выращивать, важно в себе внутри выращивать. Я не говорю прям сразу взяла внутри такая самомотивированность и все. Выращивайте в себе потихонечку эти качества. Третье — это вот забота о себе. Дальше всегда заменяйте все ваши страхи на свои мечты. Почему важно прописать мечты? И сделайте прям, я не знаю,
на месяц план, на 2 месяца план. Вы написали себе письмо, да, мы написали себе письмо, и мы представили уже, да, какой мы себя представляем через 2 месяца. Очень важно даже написать себе, какой вы себя видите через 2 месяца. Также, если вы сделаете крутой запуск, что такое запуск? Да, если вы запустите крутой, классный курс, инфопродукт, курс, наставничество, либо какой-то недорогой марафон, что вы себе купите? Очень важно себе прописывать. Если я пакую свои курсы, сделаю запуск, продам свое наставничество по 25 тысяч твоим, 4, сделаю 100 тысяч, я куплю себе, я не знаю, iPhone последний. Если я сделаю запуск на 200 тысяч, я куплю себе Матис, я куплю себе Camry, iPhone, путешествия и так далее. И когда ваш мозг мотивируется, он это сделает. А когда у вас мозг видит только трудности, какие-то препятствия, но не видит цели, он будет тоже буксовать. Очень важно, чтобы вы вот эти страхи, что победили, шли к своим мечтам. Представьте, что случится, если вы сделаете крутой запуск, что случится, если вы заработаете 50 тысяч. Обязательно из этих денег нужно будет посвятить себе, сказать, я куплю, не знаю, процедуру к косметологу, я долгожданно я пойду и вылечу свой зуб, куплю себе красивое платье или сумочку, или свожу. Вообще я давала обещание, что если я сделаю запуск на 200 тысяч, я свожу своего мужа в самый дорогой ресторан в Бишкеке. Я сделала 420 тысяч на наставничестве, поэтому я, да, сводила мужа в ресторан, и мы там хорошо провели время. Дальше. Чем ярче будет ваша мечта, прям мечтайте, мечтать бесплатно, ставьте свои мечты, планируйте, сделайте карту желаний, поставьте их в заставку, да, и каждый раз смотрим, бесимся, идем работаем, смотрим, бесимся, идем работаем, да, это очень важно, мотивирует и классно, потому что я сама это испытала, у меня на заставке где-то 2 месяца был Camry черный, и в глазах я видела только черный Camry, больше никакой цвет. Мне очень долго предлагали белый, белого было очень много, но я хотела черный, бандитский черный Camry. Так и случилось, да? Чем ярче мечтать, чем она круче, тем больше у вас мотивации. 5. это сделать первый шаг. Сделать первый шаг. Вы пришли на наставничество, вы уже сдвинулись с мертвой точки, вы решились, и это уже круто, потому что вы сделали первый шаг. Вы уже на пути к успеху. Потому что, в отличие от тех, кто прикрывается тем, что лежит на диване, смотрит сериалы, говорит, у меня 4 детей, я живу с Хайнине, и при этом она не хочет брать ответственность и не хочет выходить из своей зоны комфорта, вы, в отличие от них, уже пришли, уже сделали первый шаг к своей мечте. И это очень важно. И нужно будет здесь бросить себе вызов, сказать, чем я хуже, там, я не знаю. Обычно я беру кого-то и всегда мотивируюсь, но насчет конкуренции немножко я сейчас попозже расскажу в этом плане, да, смотрите, не нужно брать, я обычно беру какого-либо конкурента и мотивируюсь за счет него, но не как там, чтобы я посмотрела и чувствовала себя на нуле, говорит, я хуже, чем она и так далее, нет, если вы постоянно уходите в минус и сравниваете себя, тогда не применяйте этот метод и не смотрите конкурентов, да. 6. это награждайте себя постоянно. Чтобы не было откатов, чтобы не было откатов, постоянно вознаграждайте себя. Вспомнила то время, когда я зарабатывала месяц плюс-минус 10 тысяч от Инстаграм, и все деньги я тратила на своих детей, чтобы оплатить садик, чтобы хоть какое-то время, полдня побыть одна, сделать все свои дела, учиться, иметь свое время на себя. И тогда я даже сумму не тратила на себя, ну, могла покушать и так далее, да, и тогда мне психолог сказал, что я выгораю из-за того, что я не трачу деньги на себя. Мне было даже на себя 1000 сом жалко, 2000 сомов жалко. И это очень важный такой момент, когда ты зарабатываешь деньги и не вознаграждаешь себя. Твой мозг не захочет дальше работать 2-3 месяц, если ты вообще себя не будешь вознаграждать. Ты будешь себя обманывать, да, на самом деле, говорить, да, все классно, я же потратила детям, мужу, ипотеку, кредит оплатила, но ты на себя не потратила, и твой мозг не захочет работать, скажет, все равно я заработаю, там, если даже там заработаю, мы будем пахать, она заработанные 100 тысяч, 200 тысяч отдаст долг мужа.
отдаст все равно родителям, там, сыну, мужу и так далее, и твой мозг, твое тело не захочет мотивации, да, и когда ты вот в этом состоянии, в эмоциях, вся такая классная, именно на это все приходят деньги, потому что люди это все видят, люди это считывают, и это классно. 7. это отмечайте свои успехи, пожалуйста, не сравнивайте себя ни с кем, потому что кто-то начал год назад, кто-то начал месяц назад, кто-то уже перепробовал все, а кто-то только начинает, и не нужно себя сравнивать, допустим, даже со мной, да, говорить, вот у него такие результаты, а почему у меня такие? Вы даже не представляете, какой путь я прошла, чтобы достичь этих результатов, какие были жертвы, чтобы достичь этих результатов. Первый мой запуск, первый месяц был 4000 сомов, но я не отчаивалась, я радовалась. 4, 7 тысяч, 10 и 20, 30 тысяч плюс-минус у меня были всегда где-то 5-6 месяцев, и дальше я захотела роста, высокого чека, и это меня привело к дорогим классным обучениям. 8. это окружение и поддержка. Выбирайте правильное окружение. Если вас все время гнобят, если вас все время критикуют, если вас все время обвиняют в чем-то, не доказывайте. Просто преподнесите, молча учитесь и просто преподнесите это, да? Не нужно, если вас все время муж не поддерживает, не нужно ему доказывать. Пожалуйста, никому не доказывайте, потому что когда вы доказываете мужу постоянно, у вас будут вот такие скачки. Вверх-вниз, замотивированные, потом на нуле, замотивированные на нуле. Для себя, в кайфе. Я хочу этим заниматься, потому что мне это нравится. Не для того, чтобы доказывать мужу, из любви. Мне нравится помогать людям, мне нравится, когда они меняют свою жизнь, свою жизнь, свой Инстаграм. Я могу изменять свою жизнь других людей, я этим хочу заниматься. А деньги – это вознаграждение. Это денежки, это вознаграждение. Я всегда вот так преподношу, поэтому деньги налегке ко мне идут. Потому что я делаю это в кайфе и из любви, из состояния любви. Даже записывая этот урок, я настолько в эмоциях, что хочу дать столько вам энергии, мотивации через этот экран. Говорю это без всяких каких-то фальшивых фраз, как оно есть. И это чувствуется через экран. 9. это практика, да? Страхи никуда не уйдут. Просто нужно, если вам страшно, нужно просто здраво оценить и сказать: окей, что случится, если я сделаю провальный запуск? Окей. Что случится, если мне скажут, что я толстая? Окей. Что случится? Да ничего не случится. Ничего не случится. Это просто мысли в вашей голове. Нужно просто с ними поработать и их победить. 10. это медитация, да? Отдыхайте, медитируйте, позволяйте себе отдых, делайте как комфортно вам, да? Не нужно пытаться нравиться всем, нужно давать любовь себе, девочки. Не нужно ждать, пока вас муж начнет поддерживать, не знаю, снимать и так далее. Не надо ждать этого от мужа, от других людей. Дайте себе внутреннюю опору и делайте себе. Хотите цветочки? Пойдите, купите у бабушки. Купите, подарите себе цветочки. Не нужно там ждать, когда мой муж подарит мне цветы. Не нужно ждать, как я, допустим, год, да, почему мой муж не дарит iPhone, не выводит в рестораны. У меня 2 айфона, я сама их купила, я могу сама пойти в ресторан, любую кофейню, несмотря на чек, пообедать, покушать и все, что мне нужно сделать. Поэтому не ждите любви ни от кого. Ждать – это самое худшее. Когда ты в позиции ожидания, это ужасно. Ты ждешь постоянно. Чтобы быть счастливой, тебе не нужен мужчина. Это, чтобы стать счастливой, представьте, мы делаем мужчину счастливым. Мужчина от нас ждет поддержки, а ты ждешь, и маленькая девочка ждешь, когда этот человек сделает тебя счастливым. Ты внутренне, если ты сама с собой несчастлива, то как чужой человек может прийти, другой человек, и сделать тебя счастливой? Поэтому перестаньте ждать, вообще перестаньте ждать. Просто возьмите не в режиме ожидания, просто ответственность на себя. Окей, я применю эти инструменты, я сделаю результат. Я хочу вот так-то. Через месяц я хочу вот так. Через 2 месяца я себя представляю такой-то, такой-то, такой-то. Это очень важный момент, да? И здесь домашнее задание нужно будет заполнить для моих наставляемых именно
таблицу, да, по страхам, по мышлению и по целям. Это очень важный момент. Вот, девочки, страхи они всегда будут, даже сейчас у меня всегда страхи есть, когда я собираюсь на новое обучение, когда я беру проекты, да, просто живем с этими страхами и идем туда. У меня прям вообще эйфория, я люблю идти туда, там, где брать именно тот проект, в котором я немножко чувствую страх, потому что я знаю, что это зона моего роста и комфорта. Я надеюсь, что урок был полезен для вас, специально для вас его записала.